Добрый вечер, это новости 24, коротко о главном. Всего проверено и очищено от взрывоопасных предметов 1374,9 гектара и обнаружено и уничтожено 1229 взрывоопасных предметов. Сегодня подвели итоги работы по разминированию экономически важных объектов и сельхозугодий на территории Ингушетии. Продолжаем рассказывать о героях Отечества. Ахмед Мальсагов, летчик-бомбардировщик, гроза фашистских захватчиков в нашем выпуске. Поле полностью огородили, проложили рядом освещение и сделали вот такую вот небольшую стоянку. Теперь сельским командам осталось еще более усерднее тренироваться и добиваться новых побед. План проекта «Городская среда» на 2017 подходит к завершению. Сегодня расскажем о том, что удалось сделать в селении Троицкое. Информация для автомобилистов. Штраф за чрезмерную тонировку увеличится в 10 раз. А оно вам надо? Им очень нравится наша местность. Они бывают восхищены горным населением и нашей кухней. Везде как дома. Такое ощущение во время путешествия смогут обеспечить гостеприимные жители Горной Ингушетии. Все подробности у Светланы Томовой. Владимир Путин решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. О главном политическом событии первыми узнали нижегородские рабочие Горьковского автомобильного завода. Именно на митинге по случаю юбилея предприятия российский лидер и объявил о намерении баллотироваться в президентских выборах. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Спасибо вам большое. Уверен, что все у нас с вами получится. Благодарю вас. И вот что написал в своем инстаграм глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Цитата. «Объективная ситуация такова, что в нынешних реалиях, когда перед Россией стоит ряд вызовов и угроз, альтернативной кандидатуры Владимиру Путину нет. Это очевидно. Сегодня российская экономика держит курс на уверенный рост. И это несмотря на продолжающийся режим западных санкций и сложные отношения с США и Евросоюзом. Россия не может позволить себе политику неопределенности. Сегодня наша страна особенно нуждается в выверенных поступательных движениях вперед. Уже многое сделано для устойчивого развития, и нам нужна гарантия продолжения этого курса в будущем. Впервые за новейшую историю Россия заняла на международной арене позицию сильного и значимого игрока. Пусть мы живем в условиях санкций, но мы отстаиваем свои национальные интересы и с нами считаются. Очень важно продолжить эту линию и сохранить авторитет России в мире. Сегодня Владимир Владимирович Путин – гарант стабильности и перемен к лучшему». Конец цитаты. В Магасе подвели итоги выполнения задач по разминированию сплошной очистки, также от взрывоопасных предметов, экономически важных объектов и сельхозугодий на территории Ингушетии. С отчетом о проделанной работе выступил старший оперативной группы Южного военного округа Вооруженных сил России Борис Алешин. Так, с 2012 года всего проверено более 1300 гектаров, обнаружено и уничтожено 1229 взрывоопасных предметов. За истекший период этого года проверено 350 гектаров и обнаружено 443 взрывоопасных предмета. Выполнение задач было организовано в ущельях Ханкол, Шандон и Абенское ущелье Джейрахского района. Инженерные войска Южного военного округа с июня месяца 2012 года выполняют задачу по разминированию сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов на территории Республики Ингушетия. Было запланировано изначально 768 гектар. С начала выполнения задач всего проверено и очищено от взрывоопасных предметов 1374,9 гектара и обнаружено и уничтожено 1229 взрывоопасных предметов. Представлено на слайде по годам. В 2017 году планировалось 200 гектар территории.
Места выполнения задач были определены командующим войсками военного округа по заявке главы республики в районах ущелий Шандон, Ханкол, Абенская, Жарасского района республики. Выполнение задач по разминированию и очистке местности в данных местах было организовано после согласования с оперативным штабом проведения контртеррористической операции пограничного управления ФСБ России по республике Ингушетия, которые определили рубежи выполнения задач. В ущелье Шандон очищено от взрывоопасных предметов в итоге 219,3 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 68 взрывоопасных предметов. В ущелье Ханкол очищено от взрывоопасных предметов 117 гектар. Обнаружено и уничтожено 375 взрывоопасных предметов. В ущелье Абенское приступили к выполнению. Очищено от взрывоопасных предметов 13,5 гектар территории. Взрывоопасных предметов на данный момент не обнаружено. Выполнение задач было приостановлено по причине ухудшения погодных условий. Всего в этом году проверено 349,8 гектар территории. Обнаружено и уничтожено 443 взрывоопасных предмета. Это в основе своей инженерные боеприпасы, инженерные мины. На следующий год выполнение задач по разминированию на данный момент предлагаю организовать в Абенском ущелье Жиракского района по утвержденным ранее границам. Еще раз хочу, Александр Иванович, вам, всем вашим ребятам, от себя, от жителей республики, особенно от тех жителей, которые и в Сунжинском районе, и в Жиракском районе обрели там уже настоящее спокойствие. Сегодня, если я помню, там в 9, 10, 11 году в Сунжинском районе часто я там как выезжаю сходу, обязательно жители задавали вопрос. В Жиракском районе постоянно это было, что нельзя спасти скотину, боимся выходить на тракторах, там работать в поля. Но сейчас вообще этих вопросов нет. Вам спасибо за это, ребятам спасибо всем большим передать. Сегодня день инженерно-авиационной службы ВКС России. Несмотря на то, что в числе официальных праздников, отмечаемых в Вооруженных силах России, нет отдельного дня инженерно-авиационной службы, специалисты отмечают его ежегодно 7 декабря, обращаясь к истории создания службы. Для Вооруженных сил война – это время проверки на практике, теории новых образцов техники вооружения и даже новых родов войск. Для военной авиации Первая мировая война не стала исключением. Именно тогда сформировалась структура военно-воздушных сил, которая включила в себя, собственно, летный состав, а также инженерно-технический персонал, задача которого входила обслуживание и обеспечение летательных аппаратов. Ахмед Мальсагов – летчик-бомбардировщик, участник Великой Отечественной войны, мужественный, бесстрашный, бьющий точно в цель. Всего за год, проведенным на фронте, он совершил 20 боевых вылетов. Сослуживцы его прозвали «Горным орлом». Погиб в небе во время одного из заданий. Звание Героя России ему вручили спустя полвека посмертно. Репортаж Марии Мистоевой. 20 боевых вылетов, 10 уничтоженных вражеских танков, 27 автомобилей, 5 зенитных орудий, 100 фашистских солдат. Все это заслуги летчика-бомбардировщика Героя России Ахмеда Мальсагова. Он родился в 1912 году в селе Альтиево Назрановского района, а в ряды военнослужащих попал в 1935 году. Ахмед Татарханович окончил Сталинградскую авиационную школу летчиков и к началу войны уже служил в ВВС Одесского военного округа. Его знали как смелого и мужественного человека, который никогда не сдавался. كرت самолетажи, حد яхка самолетаж амия, П2 яхажа, пикирующий бомбардировщик это, что дикя амиачан якеволожи. Ахмед Мальсагов – командир звена 5-го бомбардировочного полка 2-й смешанной авиационной дивизии ВВС Южного фронта. За свою короткую, но насыщенную карьеру майора он не раз попадал в военные сводки советских газет. Переправы, немцы переправы, юг-еши, цигичи, Запорожье. Цушин метеги, диктом барага, цунах, что азиях, что пар, кептеха правда, я хочу газеты, цунца
темпан болж командир здесь уже статьяж янз ханзовый библиотека шканз деши еще сохранится для должны газеты. Особенно наш земляк отличился в период декабря 1941 января 1942 годов. Тогда за несколько дней он совершил 20 боевых вылетов, в которых нанес большой урон врагу. Самолет Мальсагова появлялся там, где его меньше всего ожидали фашисты. 14 января в 1942 году в результате боевого вылета героическая жизнь Ахмеда Мальсагова оборвалась. Ezri İsmail inşallah için iyul bet. Цунди награду орден Красного Знамени. Награди дячул тяга, духая хаят сувал шикердан чул тяга. Орден награди дячин шикердан чул тяга. Вину Ворошиловградской области довела вал село Варваровка, братский могил Чвалцев. Докна добегка бог, каш довела валос. Командование полка дважды представляло Мальсагова, которого сослуживцы прозвали «Горным орлом», к званию Героя Советского Союза, но присвоение не состоялось. Справедливость восторжествовала через 50 лет после победы. Тогда были собраны нереализованные представления военных лет на присвоение воинам ингушской национальности высшей награды и направлены в Москву. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне указом президента России от 6 июля 1995 года майору Ахмеду Мальсагову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Указ данет вей цехазач темхоча вей летчика Мальсагов Татархан Ахмада звание лакая эгер лакая звание Герой России Анна Яниан. За маслочка ману цухана ханз адрас докосхана хатисат вей азмо онгиш вей мах вей каман азмо онгиш халарага си халдянат вей каман. За каждой золотой звездой Героя в России история и судьба человека, который, несмотря ни на что, самоотверженно готов был пожертвовать всем ради нас и наших детей, новых поколений. Мария Мистоева, Лейла Гайсанова, Новости 24. В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка, посвященная Дню неизвестного солдата. В экспозиции представлены 17 картин ингушских художников, таких как Айша Даурбекова, Хужахмет Имагожев, Руслан Альдиев и еще 6 авторов. Картины, представленные на выставке, демонстрируют героизм солдат в борьбе за победу и независимость. Большинство картин выполнены маслом на холсте, но сами по себе разножанровы. В картинах иллюстрируются бои под Малгобеком, как фронтовики рыли противотанковый рой под бомбежку, противостояли врагу на подступах к городу. Выставка продлится до середины декабря. На картине Ильясова «Индира» мы можем увидеть развивающийся флаг над голубым небом и вот слово «Малгобек». В каждой ячейке мы можем увидеть это Великая Отечественная война, это депортации мы можем увидеть. Тут можем мы также увидеть лица родителей, сестер, братьев, которые ждут письма от своих родных и близких фронтовых. Также можем увидеть, какую помощь оказывают медицинские врачи во время Великой Отечественной войны. Тут же мы можем увидеть и нефтяные скважины в городе Малгобек, за которые тоже проходили бои. Сегодня глава Ингушетии проверил ход реконструкции городского пруда в Сунже. По словам председателя Комитета региона по экологии и природным ресурсам Магомеда Бабхоева, работа ведется в рамках ФЦП развития водохозяйственного комплекса страны на 2012-2020 годы. Руководитель субъекта напомнил ответственным лицам о необходимости осуществления контроля над своевременным завершением работ на объекте. Глава также побывал на улице Стадионная, где вместе с представителями муниципалитета и надзорными органами осмотрел земельный участок, на котором, учитывая потребности местного населения, в скором времени будет построен социально значимый объект. Евкуров поручил проверить правоустанавливающие документы на землю. Глава республики заявил о недопустимости стихийного частого строительства и призвал муниципальные власти усилить борьбу с самовольным захватом земель.
нага шахар бирж лучше колшим самди как нага лучше болуш. Поэтому вот закрытие хамхадидос лучше болуш. Лучше мотор болуш. Катамаран идет, вот идет. Но хиярди хияр шабол хабиб без мучар хашто без мучар будет. Но около здесь бросил канал, бросил канал синях. Ши хая около пруди, а